каждый раз делать все очень качественно. Пришел на тренировку, значит, тебе надо полностью выкладываться. Вышел на соревнования, значит, тебе нужно выигрывать. А что просто так выходить? Если что-то должно было возникнуть, потому что когда-то, 18 лет назад, я выходила замуж. И многие мои ученики думали, все, на этом мы потеряли тренера. Ну, или в силу моего характера, или то, что избранник у меня тоже спортсмен. Это вообще ни капельки не повлияло. У меня 3 детей. Вот, и, в общем-то, как многие думают, это, наверное, какое-то препятствие в спортивной карьере или в педагогической, или еще какое-то. Вот. Я считаю, что у меня вообще никаких препятствий не было. Я всегда, если я хочу выйти на работу, хочу тренировать, значит, я тренирую и выхожу. У меня нет такого, что подумать, куда оставить ребенка. Я брала его с собой, они у меня здесь ползали, я тренировалась. Из-за того, что они, девочки, не приходят на спорт, а думают, что это... Многие родители говорят, ой, девочкам не надо. Что значит не надо? Девочкам больше всех надо. Она физиологически, у нее там кости меньше, чем у мужчин, там еще что-то. Но ей наоборот надо, чтобы дать отпор, чтобы стать, ну, не знаю, защитой для кого-то. Чтобы творить добро, нужно быть сильным и здоровым. Если в спорте будет больше девочек, во-первых, это будет здоровая нация. Понимаешь? И девочкам, и мальчикам, вне зависимости от пола, нужно заниматься всегда тэквондо. И чем раньше отдадут детей, тем это больше пользы для них. Но начинать заниматься никогда не поздно.